Ох, я тоже с оккупированной территории. Ужас, что русские творят, пытаются подорвать атомную электростанцию. Подорвать они не подорвут, друзья. Я как раз хотел об этом тоже затронуть тему. Да, взрыв машины Дугиной отправлен ранее в Донецк, ДНР так называемую, Лугандонию, отправлен террорист Гиркин, который начинает войны, убивает русских и так далее. Об этом нам заявил, не дай бог, не узнали бы, заявил нам Арестович. Странно, да, почему Арестович так разрекламировал, что Гиркин, это можно подумать, это атомная бомба туда прибыла. Гиркин прибыл в ДНР, говорит Арестович. Ну ладно, допустим, ошибся, он сморозил. Обычно он в последнее время вообще часто морозить начал. Кстати говоря, дружок Дугина, ваш Арестович. Короче говоря, я считаю, что инсценировка убийства Дарьи Дугиной сделана для того, чтобы Дугина представить фанатиком, у которого погибла дочь. И одновременно обвинить украинцев в этом страшном преступлении. Это террористический акт убийства некомбатанта общественно опасным таким способом. Ей сделают, наверное, пластическую операцию и переправят. И на другое задание отправят. А сам Дугин сейчас будет отправлен в ДНР. Он, скорее всего, выступит на суде над украинскими военнопленными, где он должен будет сказать, что его дочь должна была какие-то доказательства украинской армии зверств продемонстрировать. Она как журналист, расследователь накопала что-то. И зная об этом, украинцы ее убили, чтобы вот это не стало известно. Вот я это так представляю. У меня нет никакой инсайдерской информации, я еще раз повторяю, ни с одной разведкой мира я не сотрудничаю, никакой информации не получаю. Это чисто мои предположения. И затем убитый горем отец, притворяющийся фанатиком, на самом деле абсолютно никакой не фанатик, за бабки готов все что угодно делать, врать, изворачиваться, что угодно вытворять. И его задача грозить уже взрывом Запорожской атомной электростанции. Что вот я взорву, мою дочь убили. Чтобы наконец-то всерьез отнеслись к той угрозе шантажа атомным оружием Путиным и Патрушевым. Вот для чего было покушение, так называемое убийство и последующее удержание вот сегодня вот этой Запорожской атомной электростанции. И, соответственно, мы все понимаем, что если это была инсценировка, это была инсценировка, я вам сейчас объясню почему, это много было случаев у нас в Чеченской Республике, людей сперва доводят до состояния, что они готовы на все, чтобы спасти своих людей, а потом говорят, о, смотрите, это террористы, мы, чеченцы, это все проходили. Мы это все проходили. И именно поэтому я говорю, вот этих всех Пономаревых, Муждабаевых, всех, вы всех пропагандонов, Невзорова пригласили к себе, и они теперь, вроде бы борются с фашистской Россией. Это обман. Украинцы, они вас обманывают. Они делают что-то хорошо, говорят что-то полезное, интересное, приятное на слух. Но реально это враги ваши, украинцы. Такие же, как Путин. Поверьте, мы это все прошли. Мы это все прошли. У нас в Чеченской Республике Ичкерия наше руководство, у нас нет руководства как таковое, да, мы разбросаны там, нету, кто нас может представлять. Но люди, которые позиционируют себя какими-то сторонниками Ичкерии, которые якобы боролись за Ичкерию, они сейчас отмывают Муждабаева и Пономарева, агента российских спецслужб, на канале разных своих YouTube каналах и так далее.
Это все обман, это все ложь, которую они творят. Не верьте, не верьте. Взрыв машины произошел. Непонятно, да? Мотива нет. Зачем взрывать какого-то Дугина? Кто такой Дугин? Кто-то, то его дочь. Дугин остался случайно жив, а вот дочь погибла там и так далее, и так далее. И на суде, это я их же, этих разных вот этих пропагандонов, которые у вас там находятся, их слушая, делаю выводы. Я не получаю информацию от каких-нибудь западных разведок. Я просто сам ее анализирую информацию и прихожу к логическому выводу. Смотрите, убийство военнослужащих, военнопленных вероломно, что запрещено международными конвенциями, вероломство само запрещено. Убийство военнопленных, пытки категорически запрещены. В Еленовке украинских военнопленных было сделано, я тогда же, у меня есть на ютубе это видео, я тогда же на второй или на третий день уже сделал вывод и понял, для чего это делается. И об этом заявил публично. Для того, чтобы украинцы приняли ответные меры. Затем, для того, чтобы спасти своих людей. Сперва я подумал, что это для того, чтобы украинцы начали убивать пленных, которые находятся у них, русских пленных. Но украинцы на это не пойдут. Но это слишком откровенно. Такую подлость украинцы не сделают. Они знают, что вы благородны, что вы находитесь на стороне света. При всем том, что среди вас найдутся, кто может легко кому голову снести и так далее. Не об этом речь. Речь о том, что вы цените жизни своих солдат, а они их не ценят. Они знают, что вы их цените. Им плевать, что вы убьете их пленных. Им важно, это потом Фейкин разговаривает с украинской журналисткой и говорит, берите родственников российских чиновников в плен и чеченцев, которые у вас там есть. И та радуется, тоже дурында. Да, мы теперь знаем, что нам делать. Вы думаете, чеченцы, когда вам рассказывали, что чеченцы берут заложников кого-то, вы думаете, это все делалось ради денег? Нет. Сперва это делалось из искренних, честных побуждений определенными людьми. Потому что у нас брали людей не только воевавших против, не столько даже, сколько мирных людей брали. И потом требовали их как-то обменять на своих военнопленных. Начали брать заложников, военнопленных, где-то там и так далее. А потом подключились бандюги, которые брали в заложники вместе с ФСБшниками людей. И уже у бизнесменов зарабатывали таким образом бабки. Вот Фейкин открыто говорит брать заложников. Я сразу же сказал публично, сделал видео, ни в коем случае этого не делайте, украинцы. Фейкин провокатор, как и Гудков, и как все остальные. Проходит какое-то время, происходит террористический акт. Вас начинают пачкать, понимаете? Я сразу сказал, что это дело, я сперва предположил это разборки, но на второй день я уже окончательно пришел к заключению, что это сделано для того, чтобы украинцев запачкать. Что вы убиваете террористов, вы совершаете террористические акты, убиваете некомбатантов. Это запрещено. Запрещено убивать некомбатантов. Тем более кого? Дугина. Дугин это чмо. Оно ничто. Это симулятор идеолога. Он не идеолог. Он умеет объяснять, умеет рассказывать. А реальная их задача это сохранение власти и денег. Банды КГБ. И все, кто их обслуживает. Затем Дугин остается жив. Сразу же ФСБ ловит, вычисляет украинку, которая связана с Азовом. И потом сидит Пономарев у Фейкина. И ему рассказывают, что Зеленский, видите ли, этого хочет. Все. Точно так же они сделали из нашего президента Аслана Масхадова террористом, обозвали на весь мир его террористом, и после этого не выдали его даже тело на захоронение. Вот и все, друзья. Вот и все. Чтобы было понятно, с кем вы имеете дело. Идет операция по дискредитации Владимира Зеленского, президента Украины,
и украинского сопротивления. Далее идет легендирование симулякра идеолога Дугина для того, чтобы он выступил на суде, а на суде он должен был сказать, будет сказать, это я тоже полагаю так, он должен сказать, что вот здесь должна была выступать моя дочь, но эти подлые украинцы убили ее, оборвали ее там священную ее девичью жизнь там и так далее. И вот я вам всем покажу. Вот мы вас всех сейчас расстреляем там и так далее, и так далее. И на этом суде, для того, чтобы Украина не стала в истории на правильной стороне, чтобы она не осталась абсолютно кристально чистой, кристально справедливой, чтобы эта борьба не была. У нас была такая борьба, украинцев. Некоторые, может, меня не до конца поймут сейчас, но мы все это на себе прошли. Нашу такую же борьбу, которая во всем мире просто преподносилась и считалась святой, опустили до уровня вот каких-то там радикалов, террористов, каких-то. Причем люди реально остались порядочными и честными, которые сражались. Но само сопротивление вот этой пропагандой было дискредитировано. И вот Дугин скажет, потому что это для них самый кошмарный сон, что Украина выйдет победителем из этой войны, и еще она останется в истории не просто Украины или России, она истории всего человечества останется святой, священной, правильной и так далее, на правильной стороне истории. И вот они должны как угодно вот этого Зеленского, которого сейчас фактически уже ничем нельзя опорочить, ему нужно железобетонные доказательства. А эти железобетонные доказательства будут, если же они заставят обманом, деньгами, через агентуру свою, заставят, если украинцев, запачкаться. И вот мы видим развязку. Пономарев говорит, что это Зеленский хотел, поэтому он поднял вот эту там какая-то террористическая русская группа. Какая русская террористическая группа, которая сжигает, кидает бутылки, неизвестно, сгорели или нет, на военкоматы, а потом убивает никому неизвестную Дарью Дугину. С какой целью просто? Только лишь для дискредитации Украины. Нет, никому вообще никакой пользы и от убийства, что Александра, что Дарьи Дугиных. Но Гиркин отправлен в ДНР, Дугин сейчас туда переберется, будет процесс над украинцами, если у них по плану все пойдет, и мои вот эти планы, которые я озвучиваю сейчас, не испортят их планы. За всем этим стоит Патрушев, не только Путин, в первую очередь это стоит Патрушев, он занимается вот этими всеми подлостями, потому что он именно занимался тем же самым у нас в Чеченской Республике. В эту организацию, это называется РОШ, региональный оперативный штаб или оперативный штаб в целом, который контролируется Патрушевым. У нас это назывался в Чеченской Республике РОШ. Туда в этот РОШ входят, это такой теневой кабинет министров-силовиков. Туда входят замминистра МВД, замминистра ФСБ, замминистра обороны и так далее, и так далее. И вроде бы мы смотрим, что Путин и там министр обороны, директор ФСБ, там, министр МВД занимаются какими-то делами, а здесь то же самое совместно занимаются теневые. И вроде бы кажется, а это ГРУ работает или ФСБ? Нет. Это работает ОШ, оперативный штаб, который возглавляет Патрушев. И если Дугин связан, как и отец его, связан с ГРУ, это не значит, что там нет ФСБ. Потому что в РОШ, который возглавляет, у нас так возглавлял, сейчас, наверное, как-то это по-другому все оформлено у них, но действует именно по такой схеме. Здесь существует и ФСБ, и ГРУ. Но главным мозгом всего является, конечно же, ФСБ,
фабрика имперской мысли для удержания власти, задействование таких симулякров, да, идеологов, как Дугин и другие, является, конечно же, банда ФСБ. Аппарат ФСБ, который всем стратегически планирует и направляет свою вот эту преступную организацию.